Дело в том, что Ингушская республика образовалась в 91 году, сразу после событий августа 91 года. Был проведен референдум в Чечне, и свыше почти 90% проголосовали за создание республики. И в 92 году, когда еще временная администрация республики руководил Магомед Султыгов, генерал, Верховный Совет РСФСР отправил на установление границы Чечни и Ингушетии 17 депутатов. Доехало 3. Аппарат Султыгова находился в поезде возле Назрани. И я хорошо помню, как эти 3 депутата приехали, а я был там в составе этой группы. Меня пригласили по установлению границы с Чеченской республикой, в качестве тоже эксперта от Ставропольского края. И эти 3 приехали депутатов, покрутились и уехали. И этот вопрос был отложен уже до заключения соглашения Руслана Аушева, который в этом же году, в конце этого года, стал президентом Ингушской республики, первым президентом. И в 93 году он заключил с Дудаевым соглашение о границе между Чечней и Ингушетией. Но это была договоренность 2 руководителей республики. По сегодняшний день, вопреки Конституции Российской Федерации, Республика Ингушетия и Чеченская республика между собой не имеют утвержденной на государственном уровне границы. В общем-то, антиконституционное явление. Потом, был Хасавюрт, а после Хасавюрта, Хасавюрт всех помнят, там Лебедь, чуть ли не предатель, а ведь происходило все не так. Лебедь уже в конце сентября 96 года был отстранен от должности секретаря Совета Безопасности, войска выводили в декабре 96 года, а в апреле 97 года было подписано, договор о дружбе и сотрудничестве между Чеченской республикой Ичкерия и Российской Федерацией. О нем почему-то стыдливо умалчивают. По сравнению с ним хасавюртовские договоренности, они, в общем-то, ничего не стоят. А этот договор был подписан со стороны Российской Федерации Борисом Ельциным и Виктором Черномырдиным. А со стороны Чечни его подписал один Аслан Масхадов, так как он был и президент, и председатель правительства одновременно. Так после этого подписания, через некоторое время, Черномырдин 2-ю комиссию создал на государственном уровне, не на местном. Комиссию по установлению границы, не демаркации, потому что границы не было и нет на сегодняшний день. Неправильное слово. Это установление границы, а не ее корректировка. Установление границы. И он создал 2-ю комиссию. 2-я комиссия тоже приехала ни с чем совершенно. Не удалось. А почему? Потому что в этих районах, где комиссия, проживает 3-я очень большая этническая группа, войнахская, которая звалась раньше арцхоевцы или карабулаки, как их называют некоторые исследователи. То есть мы на территории, этого войнахского сообщества имеем 3 группы этнические. Это галгай-ингуши, нохчи, это чеченцы, и арцхои. Получилось так, что арцхоевцы, они живут и на территории и Ингушской республики, и Чеченской республики. И двоюродные братья из этой общности этнической, это субэтность, так можно его назвать. Двоюродные братья, одни пишутся ингуши, а другие пишутся чеченцы. И граница между Чечней и Ингушей проходит как раз через Суджинский район и через районы, где традиционно живут арцхоевцы. Так что там граница проходит по обеденному столу. И дедушка Иса, и дедушка Магомед, они знают, где чьи овражи, где чьи поля, где луга, где сенокосные, где речки, кому что принадлежит. Это чисто внутри войнахское разделение. И мудрые люди
старались не трогать этой конфигурации. Там два рода, Мержоевы, по-моему, и Цычоевы, вот этих арцкоевских два рода. И я помню, когда выезжал, там занимался заложниками, главой Сунжинского района был Цычоев Руслан, и старались назначать главами Сунжинского района арцкоевцев. Вот, которые эту хорошо регулировали ситуацию, потому что они фактически там родственники между собой, инувши и чеченцы, вот, по своим этим тейпам. А в 2012 году старший Ахмад Хаджи Кадыров и Зязиков, а я работал у Зязикова в избирательном штабе, когда его избирали, в Инушете, очень хорошо эту ситуацию знаю. С 2012 года, вот с 13-го Кадыров, уже Зязиков и Кадыров старшие, они паритет держали, они, так сказать, устные договоренности, вот эти. Да, первая же договоренность, я сказал, что Аушеву была договоренность с Дудаевым. По этому поводу, в общем, все понимали вот эти традиционные связи и традиционное разделение на этих территориях. И, ну, как бы эту проблему не будировали. Начал будировать проблему эту молодой Кадыров, Рамзан Ахматович. Раз, значит, заявлял. Затем в Оршты 300 заехало чеченских военнослужащих, вот, и продемонстрировали как бы свои претензии на эту территорию. Это тоже арцхоевская территория. Значит, там было столкновение с ингушскими милиционерами. Это все происходило со стороны Чечни. После этих событий Аушев с молодым, Евкуров, Юнусбек, Евкуров, он с Кадыровым там на долгое время вообще не общались. Вот. И только после того, как их пригласил к себе Владимир Владимирович Путин, вот они опять начали общаться. И вот вдруг ни с того ни с чего эта проблема, которая длится с 91-го года, ее решили вот таким наскоком кавалерийским решить. Меня смущает, что там при подписании присутствовал новый полпред Матовкин, бывший сотрудник Альфы. Но он должен помнить, он буденовских событий был в составе отряда Альфы при штурме Буденовской больницы. Этот штурм не получился. Не все получается наскоком. И Басаев с заложниками уехал в Зандак с территории Буденовска. А мне пришлось выносить убитого альфовца майора Солового. Я его вытаскивал по разрешению Басаева с огорода Буденовской больницы. Вот поэтому нас жизнь с Матовким пересекла в Буденовске в 95-м году. И я посмотрел сейчас вот на то, что происходит. Меня очень сильно смутило вот ситуация, потому что если полпред не знал историю этого вопроса, это плохо. А если знал и вот пошли на такое тайное соглашение, не согласовал народ, это еще хуже. Потому что это очень сильно дестабилизирует обстановку. Для инушей это вопрос очень болезненный. У них кровоточит пригородный район, который отошел к Осетии. А теперь еще они лишаются некоторых земель. И то, о чем говорит Кадыров и Евкуров, что равноценный обмен состоялся, это неправда. Сейчас уже подсчитали геодезисты, Чечне достается 26 тысяч гектаров инушской территории, а Инушетии достается 1000 гектаров чеченской территории в Инушетию. Это фактически из Натеричного района. И вот здесь еще одна деталь. Натеричный район всегда был в оппозиции к Дудаеву, Кадырову старшему, Кадырову младшему. Это такая форма, легкая форма мести, что 600 гектаров Натеричного района вот, передается вот Инушете. Здесь такая завуалированная форма недоброжелательного отношения Кадырова к Натеричному району, тейпы которого и население которого всегда было в оппозиции к власти в Грозном. Но я имею в виду новой власти. Вот такая деталь. Сейчас, судя по всему,
парламент соберется во второй раз и будет решать, голосование в парламенте будет решать, ратифицировать это соглашение. Это на местном уровне. Но все равно эта граница будет незаконна, как бы ни договаривались между собой с точки зрения конституционного права Российской Федерации. Как бы ни договаривались между собой Евкуров и Кадыров, это должно быть утверждено, по крайней мере, на Совете Федерации. Российской Федерации, и должно тогда, границы эти должны, в некоторые конституционные формы должны быть внесены. Почему это случилось именно сейчас, после назначения нового полпреда? Мы можем свои версии выстраивать, но судя по тому, что до событий в Ингушетии, вот сейчас, в Ингушетии, Чечне, произошли очень серьезные события в Кабардино-Балкарии, а до этого и в Карачаево-Черкесии было противостояние между черкесами и карачаевцами. В Кабардино-Балкарии, несмотря на то, что из года в год повторяется на вот это отмечание даты Канжальской битвы, каждый год происходит противостояние между балкарцами и кабардинцами, и власть это прекрасно знает. Это можно все было совершенно спокойно отрегулировать на территории Кабардино-Балкарии. Нет, в этом году уже дошло до края, уже почти на грани перестрелки это было. То есть такое впечатление, что кому-то надо Кавказ зажечь по новому кругу. Видимо, Сирии не хватает для отвлечения на это проблем населения от пенсионной реформы и прочее остальное. Но сейчас большинство комментаторов, они указывают на то, что вот ингуши молодцы, значит, защищают свои интересы, местный ОМОН и Росгвардия Ингушска стали на сторону митингующих, мол, как бы так хорошо бы было и в России. Но это аналогии, в общем-то, не совсем уместные. Там другая картина, другая форма, другая история, и она тянется, за 300 лет еще тянется эта история. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что вот такой подход к разрешению проблемы, которая с 91 года и не была решена новым полпредом, я считаю, что это не по-государственному. Потому что результат можно было совершенно спокойно просчитать, чуть-чуть углубившись в историю. Это даже нам, соседям, ставропольчанам, понятно, которые, в общем-то, в курсе событий за этот весь период. Я могу сказать следующее. С уходом русского населения и казаков с территории Ингушетии и Чечни обстановка не стабилизировалась. Ведь в Судженском районе располагается Нестеровская, Судженская станица. Это же как раз станицы были созданы еще в царские времена, как разделительная линия. И казаки там жили. Они как бы регулировали вот эти все взаимоотношения между Горной Чечней, между Ингушетией, потому что там горные тейпы, они отличаются от равнинных тейпов в Чечне, и там много деталей, которые нам не позволяют сейчас говорить об этом. И когда ушло население, а сейчас некоторые комментаторы злорадно пишут, а где ж казаки там, которые должны с нагайками, как они в Москве там разгоняли митинг Навального, что ж они там, казаки с нагайками не пришли и так далее. Это глупые заявления, потому что русского населения и казаков практически в Чечне и Ингушетии нет. И в Ингушетии сейчас вице-спикер Ингушского парламента Василий Светличный, он возглавляет местное казачество Ингушетии, но это декоративное казачество, которое только призвано демонстрировать, что вроде он существует. Там очень мало казаков русского происхождения, русских казаков. Там очень много казаков-ингушей, и поэтому можем считать, что, я говорил уже в программе «Спецканале», что произошло образование войнавского этнического анклава. И что мы видим? Уход русского населения, и уже в этническом анклаве, войнавском, возникают такие противоречия, долговременные противоречия. Я думаю, что
это просто так не закончится. И было бы совершенно по-государственному создать третью правительственную комиссию туда, из Москвы, каких-то специалистов пригласить там с Северного Кавказа, соседей, отрегулировать вот этот конфликт на месте. Тем более, что опыт такой есть. Потому что в Осетино-Нурском конфликте были созданы в 1993 году группы посредников от Дагестана и Ставропольского края. И я в состав входил группы посредников Ставропольского края, но на стороне Осетии, а на стороне Ингушетии был Дагестан. Очень трудные были переговоры в Кисловодске, очень тяжелые были переговоры. Тем не менее, было заключено соглашение, которое свою роль сыграло в Осетино-Нурском конфликте. И такое вооруженно-острое противостояние удалось прекратить. Вот. А здесь даже эта проблема для разрешения проще. Народ-то возмутился не самим фактом этой, где граница пролегает, а то, что это было сделано в тайне, то, что это было сделано без обсуждения. И тут Аушев совершенно прав. Нельзя так на Кавказе себя вести. Нельзя. Матовкин приехал, стоит сзади, они подписывают между собой, а только, за день до этого люди узнают, а потом только через несколько дней они получают документ об этом соглашении, карту с границей. Конечно, это вызывает возмущение. И я думаю, что это не закончится быстро. Вот и сейчас федеральный центр должен отреагировать, и в первую очередь полпред, который присутствовал, и создать комиссию, которая бы приехала и до конца уже эту проблему разрешила с 91 года.